считаю, то, что в этом случае виноваты, так, как и водитель, так и, получается, те, кто его допустили. Раз так. В этой ситуации ответственность несут как и родители, так и организация, потому что, как мы видели по камерам видеонаблюдения, ребенок не опешился, просто начал переезжать дорогу на пешеходном переходе на велосипеде, хотя по правилам дорожного движения он должен был опешиться. Да и сама организация допустила человека к работе в состоянии алкогольного опьянения. Это тоже достаточно грубое нарушение. Ну, как мне кажется, во-первых, сам человек, он как бы взрослый, состоятельный, так скажем. И все. Больше никто. Ну, я считаю, что виноват не только водитель, так как есть начальство, которое дает ему допуск. Так что виновато и начальство, и водитель. Непосредственно, конечно, у водителя есть вина водителя в этом в большей степени, но руководство, они должны контролировать данные процессы, особенно медицинский персонал. То есть это не контроль, получается, за своими работниками. Это же недопустимо. То есть если так будет происходить, все что угодно может произойти. На любом предприятии это не обязательно транспортное средство может быть, это что-то другое может быть. Те же, допустим, обслуживающий персонал тоже также может что-то произойти. И техническое обеспечение должно постоянно быть под контролем. Техобслуживание должны проходить, специальные комиссии. То есть я думаю, что здесь обе стороны виноваты в любом случае. Непосредственно, конечно, руководитель предприятия. За всем не уследишь, но ответственность должна быть в любом случае. И штраф, который им выписали, это ничего по сравнению с человеческой жизнью. Тем более здесь две стороны пострадали, скажем так. Ну, во-первых, мне кажется, виноват был все равно водитель, потому что он, как водитель такого большого транспорта, несет полную ответственность. И, как мы знаем, вообще видимость в таких больших машинах очень маленькая, и он вообще не должен был садиться за руль пьяным. И полностью ответственность, конечно же, лежит на нем. Я думаю, что начальство виновато. Должны относиться серьезно к состоянию водителя. Ездить в алкогольном состоянии, запрещено же по закону. В этой трагедии, безусловно, виновата обе стороны. Со стороны родителей была вина, что купили ребенку велосипед и правила безопасности не объяснили. Мы все знаем, даже мой маленький внук знает, что когда переходим дорогу с велосипеда, нужно спускаться и вести его в руках, чего он, конечно же, не сделал. Также со второй стороны виноват и водитель, потому что, зная, что он выпивал, как он говорит, вечером, все-таки пошел и сел за руль. Ну и обязательно, и самое главное, виновата организация, в которой он работал, и которая допустила выход на линию человека в нетрезвом состоянии на неисправном транспорте. Это, конечно, безусловно, их тоже вина, они тоже должны нести ответственность. Не нужно сваливать теперь все на водителя и ругать на водителя, вернее. Поэтому вина с обоих сторон. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, разговаривайте со своими детьми и берегите себя.